полкило муки нужно мне, да. Это немного? Это нормально. И мы добавляем сюда муку. Оп. Оп. Поехали. Почему никто не аплодирует? Громче, громче! А теперь добавляем вокальных данных. Обожаю этого человека, друзья. Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар, кунаклар. Это программа «Секреты татарской кухни». И с вами, как всегда, я, Тимур Перцев, готов поделиться очередными секретами. Но делиться один я, как всегда, не буду. И приглашу сюда очередного нашего гостя. А это... Знаете что? Перед тем, как я его представлю, я сделаю разминочку небольшую, вот такую вправо, влево. Потому что это человек-передозировка. Позитивом и вокально-хореографическими данными. Это обладатель премии «Алтын барс», «Татар жыры» Мунир Рахмаев врывается к нам на сцену. Привет! Привет, дорогой, приветствую. Рад тебя видеть. Тоже рад тебя видеть. Обычно, подожди, перед тем, как ты вручишь нам подарки, ты вылетаешь на сцену, как говорили, Как уже обычно. пробкой из шампанского. Но сегодня он зашел спокойно, Да. потому что у нас будет самая спокойная передача во все времена. Вручай. Ну что, я еще раз скажу здравствуйте всем, дорогие друзья. Вот, конечно, я пришел не с пустыми руками. Я принес, это, то есть, мой первый альбом сольный, мой первый, и надеюсь, что не последний. Мунир Рахмаев. Родился 4 ноября 1988 года в городе Альметьевск. Участвовал в республиканских, всероссийских конкурсах «Созвездие», «Рухият», «Страна поющего соловья», «Роза ветров». Учится на 5-м курсе Казанского государственного университета культуры и искусств на кафедре у Венеры Ганиевой. Один из победителей кастинга молодых исполнителей «Йолдызлар Фабрикасы» 2007 года. После успешного выступления на «Татар жыры» начинает работать с продюсерским центром «Барс Медиа». Первый альбом «Аккоен» «Белая береза» собрал в себе композиции на татарском языке, исполненных в разных стилях. На «Татар жыры» 2010 Мунир Рахмаев победил в номинации «Ин яхшы танцеваль проект». Кстати, что мы будем готовить? Да, мы сегодня будем готовить очень интересное блюдо, то есть такое своеобразное, то есть это в свое время я, то есть как бы начал готовить, то есть посмотрел, как готовит мама, то есть мама очень меня любит готовить, то есть и я как бы сам тоже люблю готовить, потому что очень часто приходилось быть дома одному, и так как мы работаем в этой сфере, мы вечно бываем голодными. Приезжаем и сразу начинаем что-нибудь готовить. Интересно. Как называется это блюдо? Блюдо называется татарчай тергам или рушай тергам. Татарчай тергам. Ну, по-русски это называется пельмени, то есть из яиц. Ага. Вот, а по-татарски называется... Юморка пельмени. Пельмени, Предположительно, родиной пельменей является Китай, где они первоначально назывались цзяо-цзы. Оттуда они распространились в Россию, пельмени, и Среднюю Азию, тушпара, чучвара, и Кавказ, дюшбара. Название блюда, вероятно, происходит из языка манси или родственных народов. Пельнянь, ухо, хлеб. В кухнях многих народов есть похожие блюда. В частности, в Италии есть равиоли и тортеллини. В Китае цзяо-цзы, бао-цзы, вантоны, в западных областях России колдуны, в еврейской кухне креплах. Пельмени – это также одно из любимейших блюд татарского народа. Для пельменей используют различные начинки, одна другой вкуснее. Пельмени готовят с мясом, творогом, картофелем, а в летнее время татарские хозяйки любят готовить их с вишней. Сегодня мы приготовим самые необычные пельмени – пельмени с яйцом. Что нам нужно? Вот смотрите, мы подготовили все, что, в принципе, необходимо, стандартное нужно. Это мука, соль, яйца, молоко. Ну, такое, все такое стандартное, но необычное блюдо должно получиться сегодня. Лаберса. Командуем. Я думаю, все сделаем. Мы возьмем это необычный такой сосуд. Отлично. Вот, так, для начала нам нужно еще 2 яйца. Разбиваем Всё. и выкладываем. Вот так, Поехали. вот так. Давай правильно. лучше вот возьмем ножичком аккуратненько, так будем делать. Все. Так, все, пошло-поехало. Процесс пошел. Пол чайной ложки нам нужно соли будет еще добавить. Давай, я займусь перемешиванием. Ты займешься, да, этим, да? Давай. Яиц, Давай, ты занимайся, я буду рассказывать, то есть, как бы, ты задавай мне вопросы, я тебе буду рассказывать про свое, то есть... Итак, ты творческую жизнь. родился в городе Альметьевск. Да, Вот. Альметьевск, это нефтяная столица Татарстана. Такая, это немножко такая. То есть ты нефтяный барон. Да, поэтому я в шляпе. Без трости пока, правда. Слушай, мне известно, что первый раз ты вышел на сцену в 6 лет и спел «Я люблю тебя, мой Татарстан». Да, я люблю тебя, то есть «Ми яратам сен Татарстан», это татарский будет, то есть это первый мой выход был на сцену.
То есть это был конкурс «Звенящая капель», который проходит в Альметьевске для молодых исполнителей. Спой эту песню, пожалуйста. Прямо сейчас. Добавь энергетики. Мен вот эти. яратам сени Татарстан. Да. Мен яратам сени Татарстан, отанların үшін яратам. Туқайларың жәлиллерің үшін яратам. Туқайларың сарманларың үшін, жәлиллерің үшін яратам. Принеси мне муку, то есть муку. То есть нам нужно будет сейчас полкилограмма муки. Полкило. Полкило муки нужно будет, да. Это немного. Это нормально. И мы добавляем сюда муку. Оп. Оп. Поехали. Почему никто не аплодирует? Громче, громче! А теперь добавляем вокальных данных. Обожаю этого человека, друзья. Но на день рождения к нему не приду, потому что у него здоровый образ жизни, он везет. Да. Что будет на столе у тебя на день рождения? Что бы ты приготовил себе на самом день рождения? Чтобы я приготовил тебе на день рождения, говоришь? Я, знаешь, я вообще любитель восточной, то есть такое что-нибудь такое вот интересное, как плов, вот жареное, что такое, вот, мясо, вот такое что-то я люблю всегда. Но люблю, конечно, беляш. Эшпешмак, это однозначно. Я думаю, надо перемешивать уже помаленечку начинать. Да, Прям давай, руками, давай, не стесняйся. прям начну, И да, рассказывай про свою жизнь. Как развивалась дальше твоя карьера после того, как ты в 6 лет вышел на сцену и спел свои любимые песни? Нет, вообще, у меня, знаете, вот я вам расскажу, что самое интересное не рассказал. То есть, когда... Давай, сыпь. То есть, я когда первый раз вышел на сцену, то есть, у меня вообще был интересный такой выход своеобразный. То есть, я вышел на сцену, начал, так смотрю на всех, то есть, как-то растерялся, упал на сцене. Моя нога запуталась в этом. Даже сейчас нам нужно будет немножко воды. Конечно, с удовольствием. К тому же, если ты знаешь, это питьевая вода. Потихонечку, много не надо. Еще немножечко? Да, все, хватит. Волжаночка? Так, да, давай мне еще муки, ладно, пожалуйста, спасибо. Хорошо. Итак, Хороший помощник из тебя, кстати, выходит. Мой первый был на сцену, то есть я запутался, то есть с проводами от микрофона, упал, у меня утюбетейка упала на пол, потом стойка от микрофона упала на жюри, все смеялись, это было очень интересно. ты и опять так- как выскочил, видимо, как... Да, так своеобразно так получилось. Ну, я как бы допел, ну, постарался допеть, но так и не допел. Ну, мне дали лауреата, и вот с этих пор как-то я... А вообще я куда только не ходил, я чем только не занимался. Я себя вот нашел именно в музыке. Твоя мама, по-моему, была против того, чтобы ты занимался вот именно вот таким творчеством. Ну, она вообще хотела меня, чтобы я поступил в нефтяной институт в Альметьевске, чтобы я был вообще там, то есть как бы... Олигархом. Да. Продолжаем нашу беседу и рассказ о твоем творчестве, как ты добился таких успехов. Вот, и вот так и пошло, то есть я начал выступать на различных мероприятиях. Выступал в таких конкурсах, как «Созвездие», то есть, ну, такие вот для молодых исполнителей. Вот. Получал разные Отдохни интересные премии, интересные, то есть получал дипломы, своеобразные красочные подарки, вазы там, чего только не было. И в один момент, вот когда я приехал уже в Казань учиться, я поступил в Казанский государственный университет культуры и искусства Да, на кафедру. на кафедру сольного пения к Венеры Ганиевой, с которой мы спели дуэтом. Я сейчас это тоже попозже расскажу. То есть мы спели с ней дуэтом. Именно с этой песни мы взяли первую премию «Алтын Барс» на Татар Жира. Ничего себе. Мы стали самым лучшим дуэтом года. Уже 3 года как прошло, то есть с того дня, как мы с ней спели и получили эту премию, до сих пор эта песня популярна. Она звучит в разных деревенских клубах, то есть она звучит везде, в машинах. Приятно, когда, например, захожу в магазин, там у кассирши на телефоне играет моя песня «Санду Гашака», и такой, мне так приятно, я не знаю. На минут 15 положить под тот сосуд, где мы его месили. Очередной секрет. Именно 15 минут. Именно 15 минут. Там такая Пусть оно там своеобразная стоит. температура на то есть вот как бы я так всегда делал. Вот, ну так, теперь начнем дальше. То есть сейчас нам нужно будет яйца. Сейчас мы будем яйца разбивать, как ты меня учил, да? Оба, привет, как дела? Так, нормально, Ты с ними общаешься? Давай, ты будешь взбивать яйца, и, насколько я понял, вот здесь стоит сковородка и масло. И, видимо, надо растопить немножко Да, давай масла. мы 50 грамм масла сейчас возьмем, да? То есть сейчас мы его растопим. Напомни, а для чего нашим телезрителям, для чего мы вот это все делаем? Это мы сейчас делаем внутреннюю начинку, то есть наших пельменей. Біздің пельмендердің начинкасы болады. Міне, татарша былай ма?
В рецепте начинка для пельменей очень необычная. Изначально она жидкая, и в отличие от общепринятых начинок, она будет в тесто не закладываться, а заливаться. Такая необычная начинка не только очень вкусная, но и полезная, так как она в основном состоит из куриного яйца. Жиры, содержащиеся в желтке куриного яйца, в основном полиненасыщенные и поэтому безвредные. В то же время куриное яйцо имеет калорийность, сравнимую с куском говядины. Оно содержит кальций, железо, марганец, цинк, витамины группы А, Е, В, белки. Куриные яйца полезны для крови. Содержащиеся в них вещества полезны для глаз, препятствуют образованию катаракты, защищают глазной нерв, нейтрализуют вредное воздействие окружающей среды. Кроме этого, содержащиеся в них вещества укрепляют кости, суставы и стимулируют иммунную систему. Я напоминаю, что в гостях у нас невероятно яркий певец, но жаль, не композитор, но и Да, хороший. кстати, я писал. Ты писал? Я писал свои песни. Вот это было по молодости, когда я еще был пацаном. Это Мунир Рахмаев. Да, привет всем. Ты нам споешь эту песню? Обязательно. Мое признание в любви тебе, как шепот звезд, как шум дождя, как от прикосновения твоей руки я улетаю в небеса. Браво. Такой один куплетик. Здорово, здорово. Ну слушай. Но группа Ума Турман не знала татарского языка, так она пригласила тебя к себе, дабы вместе спеть. Расскажи нам об этом. Была интересная история. Это как раз происходило в первые дни, то есть моей карьеры, начало моей карьеры. Какой год? То есть на продолжи, я буду тебе рассказывать, пока не мешай. Вот, Ты только следи за маслом, чтобы... Да. Это был год 2007. Эта программа, то есть на НТВ «Главный герой» называется. Так. То есть там вот с Антоном Хрейковым была передача «Перепевка песен». То есть я перепел песню вот эту Ума Турман, то есть «Девушка Прасковья». То есть даже начало помню. Жан кисәгем шулпан, шулман буйынан, тәрәзә каршында һаман ялгыз. Ну, то есть вот такая, то есть... Причем, изменили именно имя Прасковья на Шулпан. Шулпан, да, то есть вот я перепел с ним песню, когда Володя услышал эту песню, сам Володя Крестовский, он говорит, это вообще обалденно, говорит, мне так понравилось, так интересно, своеобразно. Перед тем, как ты продолжишь, давай-ка мы все-таки добавим маслица в эту прекрасную желтую смесь под названием «Взбитые яйца». Бисмилляхи-рахмани-рахим. Взбивай, сейчас будем, наверное, добавлять молоко уже, да, я думаю, стакан. Мунир, я знаю, что ты очень хорошо работаешь на сцене и очень активно. Кстати, выполняешь различные акробатические трюки. Да, это правда? Сейчас будем потихонечку это наливать. Я вообще, то есть, стараюсь... Вообще сейчас нужно сделать на сцене шоу. То есть я стараюсь сделать на сцене шоу. Это... Народ требует хлеба и зрелищ. Кидаю микрофон, а микрофон у меня летает, то есть я как бы стараюсь. Ну, вообще, сейчас планирую вот как-нибудь научиться делать сальто. Так вот уже рандат, это все. То есть, Подожди, у тебя летает микрофон. Мы будем раскатывать тесто, давай. Будем раскатывать скалкой. Вот. Но это будет чуть позже. Представь, что это микрофон, но очень длинный. Микрофон! Да, такой пожалуйста. Пожонглирую, но так это такой своеобразный, такой, как микрофон, что я вот просто его так кидаю, так и ловлю. А вообще иногда вот так я делаю, то есть кидаю и вот так вот его ловлю. То есть, в таком формате. Спасибо. Когда планируешь второй выпустить альбом? Я представляю, думаю, я в этом году еще планирую снять обалденный клип. То есть такая интересная идея есть, вообще обалденная, поэтому это пока большой секрет. Вот. И поэтому я хочу там тоже показать тоже интересные трюки. То есть вот. Тоже какое-то сделать шоу, чтобы людей удивить. Чтобы, конечно. Они там увидели, сказали, вау, клево, круто было. Оставайтесь с нами, мы прервемся на короткую рекламу. Привет всем, мы здесь. Мы здесь, и я сейчас нахожусь в нашей студии, это программа «Секреты татарской кухни», и с нами сегодня человек-передозировка амфетаминами и пельменями. Вот, почему? Потому что это Мунир Рахмаев, друзья. И мы готовим Емурка пельмени, пельмени с яйцами. Я начинаю открывать такую замечательную тарелочку, такая своеобразная. Хорошо. Ну что, так, мне нужна будет мука немножко, да, то есть как бы, где мой микрофон, кстати, деревянный, где он? Сейчас Где мы его потеряли, где он? Да, ты пока рассыпь. Ау. Раз, два, проверка микрофона. Все, спасибо. Немножко посыпем так. Да. Немножко посыпем, да, то есть...
Да. Ох, все мы артисты и все мы любим сцену, но на сцене иногда возникают казусные ситуации. Форс-мажоры, их бывает очень много. Благо мы профессионалы и можем иногда выходить из таких неудачных ситуаций, неудобных. Какие у тебя были? Расскажи. Вот, например, недавно в Пермской области, как обычно у нас говорят, у нас такое понятие у артистов есть. Последний концерт, он должен быть зеленым. Да. На самом деле он был так и зеленым, потому что после того, как я спел последнюю песню... Давай я объясню нашим телезрителям, что такое зеленый. Даже у актеров в театре есть такое понятие зеленый спектакль. Раз в год или раз в месяц, как позволяет главный режиссер, делает зеленый спектакль, где артистам можно делать все, что угодно, но в рамках поставленной задачи, в рамках спектакля, конечно же. Можно импровизировать, можно шутить, как он хочет. То есть дается полная воля. То же самое зеленый концерт, где можно делать артистам все, что угодно. Но без фанатизма, как говорится. Да, но опять же без фанатизма, да. То есть был такой момент, я, короче, в общем, исполнил песню, вышел, то есть последнюю песню исполнил, я как раз концерт закрывал. Исполнил песню, все, пригласил 4 дам на сцену, чтобы они со мной потанцевали. Потом я им хотел подарить подарки, так я и сделал. Каждому подарил альбомы сольные свои. То есть вышел на сцену, пригласил, ну и песня «Оккаин» последняя. И вырубается свет во всем городе. Вот как будто так и надо было. Вот. Во всем городе выключил свет, и все темнота. И ты вживую. И я вышел, мой гармонист, парнишка, и мы все провели вживую, и вообще еще лучше получилось. 10 раз. Это на самом деле зеленый концерт получился. Прям здорово. Так, вообще прям. Никогда нельзя теряться. Ну и потом я сказал, дорогие друзья, у нас только живой звук, живой. Да. Все, никакой фонограммы. Тем временем мы раскатали огромный, по-моему, во всей истории самый большой огромный пельмень. Вот. Зачем, для чего? Для того, чтобы тесто было, соответственно, тонкое. Так, я сейчас буду его... Кстати, это вот очередной секрет приготовления теста, раскатывания теста от Мунира Рахмаева. Кстати, это твой псевдоним? Нет, это мое настоящее имя. Видишь, мы сейчас сделали как гармошку, сейчас теперь разрезаем его. Слоями наложил тесто. То есть одинаковыми... Так, ты пока их раскрывай, так и ложи. Какой кумир у тебя есть? Это Айдар Галимов. Есть такой певец. Да. Может, слышали такого певца? Не то, что слышали, а знаем и слушаем. Знаете, да. То есть мне очень нравится его творчество, нравится, как он работает на сцене. Вообще так кумиров-то у меня таких прям нет, но мне нравится, например, нравится такая группа, как американская группа Westlife. Да, вот я хотел еще акцентировать внимание на том, что ты поешь не только на русском и татарском языках, ты еще поешь на английском, бразильском, итальянском, испанском. Просто складывается впечатление, судя по шляпке, что ты все-таки поклонник Майкла Джексона, ты даже поешь эту песню. You're not alone. Да, то есть это очень такая красивая песня. You're not alone. Что в переводе на татарский означает «белая береза». Люблю тебя, мой Татарстан. Вот. Давай-ка мы внесем такую лирику. Вот Майкл Джексон в исполнении Мунира Рахмаева. Run around me, pay. You do not alone. Боже мой, Мунир Рахмаев, дайте мне автограф, пожалуйста. Да, я приготовил даже вот маркер прямо здесь. Пиши. Все. С любовью. Для вас, с любовью. Для вас. Все нормально. Подожди, я самое главное не сделал, подожди. Всегда на позитиве. Всегда на позитиве. Радуйтесь и радуйте жизнь. Действительно, смех это продлевает жизнь, но мы продолжаем. Не отвлекаемся, Мунир здесь, мы с вами. Ну что, мы продолжаем, смотри, готовить. Вот смотри, вот это. Итак, мы нарезали длинные такие кусочки теста. Нарезали кусочки теста. Сейчас мы делаем как, чтобы вот так вот потом и клеить, вот так вот по краям клеить и заливать туда наши любимые взбитые яйца, взбитые яички, да. То есть мы сейчас будем делать такие как конвертики, я думаю, с размером, чтобы да, прямоугольные мы режем, сейчас отрежь, и я покажу. Все, да, вот такие покажу. Нашим телезрителям, что вот примерно вот такого вот формата необходимо нарезать тесто. Так что насчет поклонниц? Поклонницы есть, они очень, я как бы стараюсь не обижать никого, то есть принимая от любого возраста, то есть от... Даже есть дети, которым по 5-6 лет. А я почему сразу представил какой-то преклонный возраст, а ты про детей говоришь? Вот, ну и преклонный возраст тоже от, и заканчивая до 6-70 лет. Самая молодая твоя поклонница сколько лет? Самая молодая, ей это
Я думаю, это моя дочка трехлетняя. А, просто что-то... Ну, конечно, слушай, ты что? Отлично, отлично. Мы начали сейчас вот лепку, да? То есть мы сейчас вот по краюшке, краюшки Итак, мы... края мы намазываем водичкой, Вот да? только края Смазываем, пока. да? Края только. То есть эти края мы смазываем водичкой и лепим. А может быть, защипывать их надо? Не хочешь ты их защипывать? Нет, пока не... Вот просто пока вот так вот лепи. Пока просто так лепи. Штук 15 сейчас мы сделаем. Ты уверен, что они не раз... Нет, они не раз... Клеятся? да. Нет, они не расклеятся, да. Да? Я уверен. Надеюсь, по крайней мере, что не расклеются. Итак, друзья, я напоминаю, что мы готовим сегодня с Муниром Рахмаевым. И готовим мы... Ямарка пельмени. Вот, и сделаю такую смесь. Здесь у нас десяток яиц, соль по вкусу, молоко топленое, молоко и топленое масло. Всё, поехали. Вот, и приготовили, сейчас, подожди, приготовили вот такие конвертики, Конвертики, из да, обычного такие вот, теста. оба, вот эти. Оба, давай, как поговорим, пусть споет Привет, что-нибудь. как дела? Отлично. Все, много не заливай, так давай. Ложку достаточно? Потихонечку, давай заливай. Попробуем, да, немножко Так, приноровимся. так, давай еще, давай еще. Смотрите, уже Так, вторая столовая ложка. Давай еще одну. Еще одну, третью достаточно. Все, мне хватит, кажется. да. Все. Так, теперь я сейчас буду ее клеить. Да, самое главное приноровиться надо немножко. Смотри, ну пробу вариант сделаем. Посмотрим, как все пойдет. Видишь, мы ее не долепили немножко. Так интересно. Нет, это, кстати, нормальное явление, то, что вот немножко выходит. Видишь, так и не выходит, видишь? Пусть Всё хотя нормально. дышит, конечно же. Отлично. Поехали дальше. Так, давай, я открываю следующий конвертик. И что там написано? Там написано, что это сделал Мунир. Давай, побыстрее, время идет. В течение 5-7 минут нам нужно все это забросить. Бисмиллахир-рахим. Ну что, Мунир, получается все? Ну все нормально, да, конвертики, все нормально, там симпатичные такие конвертики Я появляются. знаешь, вообще почему прям. думаю, почему у нас все с тобой получается? Потому что на тебе шикарная шляпа, она просто волшебная. О, моя шляпа, это моя слабость, кстати. И не думайте, что у меня на голове лысина, между прочим. Многие так Ну-ка говорят. покажи, давай проверим. На самом деле нету ничего. У меня вон сколько, какая шевелюра. Вот. Тебе повезло. Давай, кидай. Что хочу сказать, то что вообще У тебя большая коллекция очень, шляп. очень много интересных шляп. И насколько я То есть знаю, своеобразных. ровно 12. Да, ровно 12 шляп, но То я есть каждый месяц ты одеваешь очередную шляпу, да, и ходишь в ней целый месяц. Да. Январь белая, февраль серая. Серо-серое. А вот я вообще что хочу сказать, то что у меня, я вообще очень люблю шляпы, очень своеобразные такие виды шляп. И я вообще в дальнейшем хочу сделать такую своеобразную выставку шляп своих. Но осталось буквально еще парочку, и мы Да, уже и мы и будем петь песню. подождем пару-тройку минут, и будет готово уже. всё. Отлично, да. Сначала готовим тесто. Для этого мы смешали 2 яйца, 1 стакан воды, 500 грамм муки и пол чайной ложки соли. Приготовленное тесто раскатали тонким пластом и разрезали на прямоугольники. Каждый прямоугольник сложили пополам и защипали с 2 сторон, оставляя горлышко для заполнения. Начинку приготовили следующим образом. В миске взбили 10 яиц, добавили стакан теплого молока, 50 грамм растопленного сливочного масла и немного соли. Все хорошенько перемешали. В каждый конвертик из теста влили по 2 столовые ложки начинки, защипали горлышко и опустили в кипящую подсоленую воду. Когда пельмени всплыли, варили их еще 2-3 минуты. Теперь пришло время уложить пельмени на большое блюдо, полить маслом и подать на стол. Приятного аппетита! Ну, как говорится, Аллаха тапшырдык. Аллаха шикыр, Аллахның ярдәме белән мы приготовили эти замечательные конвертики под названием М и Т. А вернее, пельмени, Yok. юморка. Демарка пельмени называется. Пельмени. Ну что, поехали. Ну смотри, какие красивые получились наши конвертики. Вообще обалденно получились. Я прям, действительно, я очень рад, что так красиво получились. Ну, сам себя не похвалишь, никто не Да, похвалит. спасибо большое, дорогие На самом друзья. деле, внешне они выглядят немножко так корявенько и угловато, но... Но зато вкуснятина еще-то, я вам говорю. Какие красивые получились. Ну, естественно. Кто же делал, дорогие друзья? Не забывайте, сегодня я здесь. Бери вот этот кусочек, я возьму вот этот. С вашего попробую. позволения, господин. Ну что, давай, бисмилляй это. Попробуем. Бисмилляй. Смотри, это безумно вкусно. Я вам говорил. Необычный супер. вкус. Ну, очень-очень вкусно, здорово. Это здорово. Я готов очередной раз пожать тебе крепкую руку. Дорогой. Почему? Потому что ты не только хорошо поешь и двигаешься на сцене и заряжаешь всех зрителей на позитив, ты еще классно готовишь и нас порадовал своими секретами татарской кухни, секретами приготовления юморка пельменей.
Мунир, я с тобой прощаюсь и напомню телезрителям, что с нами был, как всегда, человек, передозировка вокальными данными, а также обладатель платиновых связок Республики Татарстан. Это Мунир Рахмаев. Спасибо покраснел, тебе. я покраснел. Дорогой. Нет, ты никогда не краснеешь, дорогой. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Batları xanı başları, bik temli hem fayda.